несанкционированно устанавливают всякие газовые приборы, в том числе колонки. За газом глаз да глаз. Проверка эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах проходит по всему региону. Операция за операцией. График врачей из Татарстана расписан по минутам. На сегодняшний день запланировано более 10 оперативных вмешательств. В Ингушетии за здоровье маленьких пациентов взялись врачи из Татарстана. Это результат соглашения между Минздравами двух республик. Выбираются плохие, палубные, погибшие деревья. Расскажем о восстановлении ингушских лесов в рамках национального проекта «Экология». Я не вижу табло, не вижу направляющие, напольное покрытие не помеченное. По возможности без преград. Единороссы и независимая комиссия проверили образовательные объекты на наличие условий для инвалидов. Легенды гор. 9-й фестиваль по бейсджампингу в памяти Глеба Воеводина проходит в Джейравском районе. Здравствуйте, это новости 24. В Магасе на совещании под председательством главы Ингушетии подвели итоги проведения ЕГЭ. Кроме того, обсудили подготовку общеобразовательных организаций республики к новому учебному году. Все подробности в репортаже. В Магасе подвели итоги прохождения в республике ЕГЭ и обсудили подготовки общеобразовательных организаций республики к новому учебному году. На совещании под председательством главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. В проведении единого госэкзамена в 2020 году было задействовано 1109 специалистов в качестве руководителей ППР, организаторов, технических специалистов, членов Государственной экзаменационной комиссии, медицинских работников и ассистентов. На основной этап единого госэкзамена в этом году было зарегистрировано 2635 участников. Контроль ППР обеспечивали 40 онлайн-наблюдателей из числа студентов информационно-ситуационном центре, открытом на базе регионального института повышения квалификации работников образования, 34 федеральных аккредитованных общественных наблюдателей, очно и дистанционно мониторили ход ЕГЭ, 10 федеральных экспертов и 44 члена Государственной экзаменационной комиссии. В ходе обсуждения мер по подготовке учреждений к началу учебного процесса глава региона подчеркнул, что приоритеты в этом году должны быть направлены в сторону эпидемиологической безопасности учащихся и преподавательского состава. Так, с целью защиты здоровья всех причастных к учебному процессу, Махмуд Али Калиматов поручил организовать для работников общеобразовательных учреждений, включая техперсонал, сдачу в обязательном порядке анализов на COVID-19 непосредственно перед началом учебного года. Хотелось бы готовность учебных заведений республики обсудить. В первую очередь я имею в виду вопросы противодействия распространения коронавируса. Указания даю всех обследовать, даже не думайте. Мало того, персонал технический, персонал вспомогательный, сторожей, кто там у них, охранников, ЧОПы, весь, ни в коем случае. И посещение, там регламент есть посещение посторонних. Вы себя проверяете, МЧС тоже, кто специалисты ваши ходят, может быть, их тоже проверять. И контролирующие другие органы. Все силы прилагаете, взаимодействуйте. Но школы должны начать работать в полном объеме и в полном направлении. А вот эти все вещи на контроль и исполняйте, устраняйте требования незамедлительно. А если нужно, то поэтапно. Далее речь зашла об итогах проведения государственной аттестации. Министр образования Эсет Бокова сообщила, что результаты ЕГЭ в текущем году оцениваются выше, чем в предыдущие. Подводя итоги, следует отметить, что результаты единого госэкзамена в текущем году намного выше, чем в предыдущие годы. Отрадно отметить, что в этом году количество стопарных результатов у нас превышает втрое по сравнению с предыдущим годом. По итогам проведения экзаменов основного этапа единый госэкзамен 2020 в конфликтную комиссию было подано 507 заявлений о несогласии с выставленными баллами. Из них 272 работы, что составляет 54%, по итогам проверки остались без изменений. Удовлетворено 237
спецзаявление. В целом, единый государственный экзамен 2020 года в республике прошел на хорошем организационном уровне, без технологических сбоев и задержек. Со стороны Министерства просвещения Российской Федерации и Рособорнадзора по проведению единого госэкзамена замечаний не поступало. Также осуществлялся надзор над уровнем обеспечения безопасности здоровья всех сторон в условиях распространения коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что опыт Ингушетии в организации ситуационного центра был отмечен Рособорнадзором как положительно рекомендованный к распространению на регионы. Все нарушения, которые до этого были, они влекли за собой неправильные меры, которые принимали директора, другие нечистоплотные люди, имея возможность, не знаю, материальную или там властную, или родственную. А дети, которые в действительности учились, в действительности, вот дети, девочки, мальчики, которые с детства, знаете, хорошие оценки, они не могли, они просто-напросто оставались за бортом. Я полагаю, что вот так же надо этот параметр выдержать жестко, твердо, настойчиво, чтобы дети, которые в действительности учатся у нас и хотят продвигаться дальше в жизни, чтобы ЕГЭ им дает шанс для этого, а не те, которые там по всяким неправедным вещам проходят. Вот это мы прекратили. И вот те замечания, мы их выявляли, и они были отстранены. И надо это продолжать. Исет Ибрагимовна. Надо твердо, жестко к этому. И сегодня ЕГЭ прошел, в следующем ЕГЭ готовьте уже сегодня. Кроме того, глава Ингушетии заявил, что с 2021 года в Ингушетии будут акцентировать внимание на повышение количества и качества специалистов по техническим дисциплинам. При выделении целевых мест предпочтения будут отдаваться техническим вузам, востребованным профессиям. Светлана Томова, Новости 24. В регионе проводятся проверки газового оборудования в многоквартирных домах. На необходимость полной инвентаризации обратил внимание глава республики. Нередки случаи, когда жители устанавливают котлы вразрез всем техническим нормам. Но такая халатность чревата последствиями, как это уже случилось в Малгобеке. Продолжение в сюжете. Картина налицо. Вот, несмотря на неоднократные предупреждения, устанавливают несанкционированно, устанавливают всякие газовые приборы, в том числе колонки, плиты. Для этого есть соответственные службы, которые должны дать разрешение. Без разрешения устанавливать их нельзя. Вот из-за этого и происходят вот такие несчастные случаи. В многоквартирном жилом доме номер 36 по улице Гоголя. Тогда, 11 июля, в результате отравления угарным газом скончалась Зарета Барзагова. Известно, что причиной ужасной трагедии послужила неисправность газового оборудования, которое было установлено самостоятельно и с нарушениями. Случившееся вмиг вызвало резонанс. По этому поводу высказался и глава региона Махмуд Али Калиматов. Разработайте план незамедлительно. Незамедлительно. Это же не первый случай. С плиты присоединяет, протаскивает. Там же нет ни форточки специализированной, ванны же нет, ни вентиляции. Когда эту ставят, без вентиляции, без форточки, ее вообще нельзя ставить. Котел нельзя туда ставить. Министры, вот, Ростехнадзор, возьмите факты, которые есть, и вот прям, попросите их. Дорогие жители, у нас беда, нельзя этого делать. А применять самые жесткие меры, возможные Ростехом, МЧС, пожарные, все службы. Привлекайте, если нужно, правоохранительные органы. Мне конкретика нужна. Мне не нужны ваши разговоры. По поручению главы региона проходят массовые рейды по выявлению нарушений эксплуатации газового оборудования. В Малгобеке представители ресурсоснабжающей организации МЧС и городской администрации обошли частные многоквартирные домовладения. Нарушений полно. Почти в каждой квартире напрочь игнорируются меры безопасности. На требование устранить нарушения с пониманием отзываются не все жильцы. А для сотрудников газовой службы такие нарушения – ничто иное, как повод принять
принять соответствующие меры. Котел установлен самовольно. В этих домах предусмотрено центральное отопление, но никак не автономно. Поэтому котел установили самовольно. Мы его отключаем от газовой сети, потому что это представляет угрозу жизни. Работники на глазах у хозяев жилья устанавливают заглушки. Разновидностей нарушений, как и самих нарушителей, здесь очень много. Специалисты газовой службы рекомендуют жильцам устанавливать электрические бойлеры вместо газовых колонок. Ну а вернувшись в квартиры, где ранее уже успели побывать проверяющие, пару дней назад было очевидно, что к призыву соблюдения мер безопасности отнеслись со всей ответственностью. Она была подключена, но наши работники пришли, предупредили, отключили ее. Сейчас колонка не под газом, вы видели там трубу, она пустая. Ее просто надо снять и унести, и все. Это она сама своими силами То есть сможет нарушений сделать. здесь нет уже? Тут нет нарушений. Отнестись со всей внимательностью к своей безопасности и проявить благоразумие призывают и некоторые жители многоэтажки. Большинство случаев отравления угарным газом – следствие нарушения правил эксплуатации водонагревательных газовых колонок и дымоходов. За истекший период 2020 года в Малгобекской центральной районной больнице зарегистрировано 14 случаев отравления, 3 из которых с летальным исходом. Все мы знаем прекрасно, что несоблюдение вот этих всех моментов со стороны жителей, со стороны населения, то это приводит к самым печальным последствиям. В принципе, здесь ничего сложного нет. Надо просто все свои действия с газовым оборудованием, с газовыми приборами согласовывать неукоснительно и строго с газовыми службами. Такой есть порядок. Но почему-то жители считают, что это не нужно, а потом в итоге печальные последствия. Они могут устанавливать электрические бойлеры, что газовое оборудование, колонки и газовые котлы не допускается применение в многоквартирных домах. Сотрудники МЧС, газовой службы и правоохранительных органов вместе с муниципалитетом города намерены ежедневно проводить рейдовые мероприятия. Важно предупредить риск возникновения несчастных случаев и чрезвычайных происшествий, последствия которых могут быть необратимы. Светлана Томова, Адам Мережков, Магомед Белакиев. Новости 24. Врачи из Татарстана ведут прием маленьких жителей республики. В детской республиканской клинической больнице уже осмотрели около 70 детей с патологиями. И сегодня под руководством казанских специалистов пациентам начали проводить сложнейшие операции. Кто уже получил бесценную помощь и вместе с тем шанс на здоровую жизнь, расскажет Залимхан Калоев. Операция за операцией. График врачей из Татарстана расписан по минутам. На сегодняшний день запланировано более 10 оперативных вмешательств. Процедуры медики проводят в 2 операционных одновременно. Диагнозы у маленьких пациентов самые разные. Врачи сейчас проводят оперативное вмешательство 2-годовалому малышу с тяжелыми патологиями, в том числе и по восстановлению проходимости кишечника. После часовой работы приезжих медиков в тандеме с ингушскими врачами операция прошла успешно. Первый этап был сделан хирургами Республики Ингушетия, это введение сигмостомы. На сегодня выполнен второй этап, это радикальная анапроктопластика с помощью видеоассистированной техники. Тем временем, в своей очереди, ждут другие ребята. Зарема Бузуртанова очень рада, что не нужно никуда выезжать. Ее 3-летнему сыну требуется хирургическая помощь. Диагноз гипосподия. Операция сложная, но для опытных урологов задача выполнимая. Не совсем простая операция, конечно. Волнуетесь? Ну, есть немножко. Это уже 10-й приезд опытных врачей из Татарстана в Ингушетию. Накануне медики провели консультативный прием более 70 маленьких пациентов с тяжелыми случаями патологии детской урологии. Из них для оперативного лечения были отобраны 30 пациентов. Стандартно у нас хирургическая, абдоминально-хирургическая патология и уроандрологическая патология. Врачи из Татарстана приезжают в Ингушетию в рамках соглашения между Минздравами республик, заключенным еще в 2013 году. За это время хирурги из Казани прооперировали более 500 ингушских детей с патологическими отклонениями. ДРКБ оснащена всем необходимым современным оборудованием. И самое главное, ингушские медики охотно перенимают опыт у своих коллег. Здравоохранение не стоит на месте, оно развивается, есть новые
методы, новые доступы по оперативному вмешательству. Поэтому здесь идет постоянный обмен опытом между нашими специалистами. Оперировать маленьких пациентов врачи из Татарстана будут в течение всей недели. На каждый день запланировано по одной тяжелой операции, несколько не столь сложных оперативных вмешательств. И самое главное, плодотворное сотрудничество казанских и ингушских специалистов будет продолжено. Зелимхан Калоев, Майрбек Миржоев, Новости 24. В Магасе не все детские сады и школы готовы принять детей к учебному году из-за технических неисправностей. Готовность учреждений проверили местные власти. В 9-м микрорайоне Центр развития дошколят «Маленький гений» на 220 мест введен в эксплуатацию в марте текущего года. Здание соответствует всем параметрам, как по внешним, так и по внутренним работам. Замечаний нет. Однако новый канализационный коллектор не подходит для присоединения к центральной линии. Диаметр труб не соответствует ГОСТу. У нас возник вопрос по канализации, выхода канализации. Канализации они вывели до улицы Чаркиева. От Чаркиева магистраль не соответствует стандарту. Дальше проходит труба 150 диаметр. А фактически должен был быть 200 диаметр, 250 300 диаметр. Вот эту проблему мы обнаружили комиссионно. Решили до 1 числа сентября устранить все это замечание, сделать своими силами. Мэрия обязуется выполнить работу и запустить в срок садик и школу. Исправить до начала учебного года аналогичную проблему местные власти обещают и во второй школе. Проблема стояла с канализацией. И не только у нас, но весь этот микрорайон имеет эту проблему канализации. И мэрия взялась за решение этой проблемы, и мы надеемся, что она будет решена. А в остальном у нас, я думаю, что не будет проблем, что мы начнем учебный год в штатном режиме. А теперь статистика по эпидситуации. За сутки в стране зарегистрировано 4892 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших по официальным данным 932 493. Выздоровело более 742 тысяч человек. В Ингушетии за сутки выявлено 24 новых случаев с коронавирусом. В списке заболевших теперь 4069 человек. Выписано из больницы более 3500. Высокий уровень популяционного иммунитета к коронавирусу нового типа зафиксирован в 7 регионах России. По данным Роспотребнадзора, иммунитет к COVID-19 наблюдается у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областях. В ходе оценки Роспотребнадзор провел более 65 тысяч тестов в 23 регионах. Еще в 3 регионах страны исследование в стадии завершения. Там проведено еще 9 тысяч тестов. В Роспотребнадзоре уточнили, что во всех 26 регионах обследовали около 3200 человек.